Добрый день! Вот и подходит к концу праздничные выходные, и вместе с ними и наш мотивационный проект «Я». В течение 2 дней вы смотрели наши выпуски, где наши героини искали путь лучшей версии себя с помощью наших экспертов, специалистов. И сегодня завершающий выпуск, где мы как раз с экспертами будем смотреть, как же поменялись наши героини в течение 6 месяцев. И вместе со мной эти перемены оценят наши эксперты-участники, с которыми мы уже познакомились в течение этих 2 дней. И отмечу только то, что сегодня нет Сергея Шарина, нашего фотографа, который очень полюбился нашим героиням. Он сейчас находится на севере и отправил свое приветствие. Привет участницам проекта «Я». Меня, к сожалению, нету в командировке в деревне Арка Хабаровского края. Вот. Жалко, что не попал на съемки. Вот. Всех с наступающим праздником весны. Всем счастья, здоровья. Слышал то, что участницы очень классно прям проводят, как говорится, после проекта новую жизнь. Это прям радует. Я тоже очень радуюсь, как говорится, когда это услышал. Прям классно было осознавать такие вещи. Вот. И хочется, конечно, летних теплых деньков. То же самое, быть рядом с вами, возможно, снимать ваши новые первовоплощения, как говорится. Спасибо. Обнимаю, целую. Ну что, девушки, мы сейчас будем смотреть перемены, трансформации каждой нашей героини. Но сперва хотелось бы узнать, какие изменения произошли в течение этого полугода, 6 месяцев в вашей жизни. Ну, начнем, наверное, с Кристины, да? Всем здравствуйте! Я очень рада вас снова увидеть. За эти полгода я уволилась с основной работы, открыла свою студию красоты, живу, творю, путешествую. Буквально недели 3 назад мы приехали из Таиланда, провели там почти весь январь, поэтому все очень замечательно. Сардана. Как всегда, в спортивной форме. И, наверное, я прям чувствую то, что прибежала, да, прям со спортзала. Так и есть. Я прямо прямиком с тренажерного зала и провела групповую тренировку и прямо сюда, в студию. Какие изменения произошли в моей жизни? Я тоже ушла в бизнес, можно так сказать, да, по витаминам. И сейчас для себя, прежде всего, это изменение для своего организма, для своего будущего и будущего своего ребенка, чтобы питаться правильно, жить правильно и становиться тоже лучшей версией себя. И еще тоже сменила работу, ушла в другой фитнес-зал и сейчас работаю уже в другом фитнес-зале. Вот. И, конечно же, соревнования, участие в соревнованиях. Это были дальневосточные игры ГТО, где мы приняли отличное участие нашей команды Республики Саха-Якутия. Прекрасные новости. Но еще Сардана нам за кадром рассказала, что она скинула 10 килограмм. Хотя мы не заметили, да, то, что она всегда в спортивной прекрасной форме. Ксения, какие новости у вас? Прошлогодний проект позволил проветриться, побывать в Тамоте, и на самом деле я довольно много думала об участницах. После приходили мне в голову их истории, осенью думала, как они там, да, и вообще решила, что я буду работать с мамами гораздо активнее. Раньше я вела индивидуальные консультации, я частный практик, теперь я с этого года веду группы. Сейчас я работаю над созданием родительского клуба. Ой, как здорово. Такая новая веха, но я так еще не анонсировала, да, получается, здесь анонсирую первый раз. Юлия, какие новости? У меня очень много новостей были, и хорошие, и плохие, и плохие.
плохие это было. Я Давайте только переболела хорошее. коронавирусом. Впервые в жизни. Это ужас. Я теперь всех прекрасно еще больше понимаю, потому что вирусные заболевания – это кошмар. А так из хорошего. Ну, мы съездили в Москву, отдохнули. Потом, получается, ну, это семью имеется в виду. Дочка у меня поступила в IT-класс в новой школе. Склонности к программированию, скажем так, у нее не занимать, потому что я сама увлекаюсь. Сейчас я в Якутск практически привезла новый вид сервиса. У нас на базе клиники Яномед будет организована группа сопровождения лиц с профессиональной поддержкой именно медицинской для людей, которым необходимо снижать вес. То есть не так наобум, там что-то мы там худеем, а мы делаем клинические исследования, и потом уже в сопровождении, получается, профильных специалистов мы потихонечку идем к результату. Вот. Это, я думаю, очень хороший, полезный продукт. Да. Дора, какие новости? Ну, у меня все отлично. Цели поставленные уже как-то выполняются, мечты как бы сбываются тоже. Сейчас я готовлюсь на Московскую неделю моды, коллекцию новую. Вот на днях буквально улетаю на 8 дней. Прекрасная миссия. Ну что ж, дорогие наши эксперты, я очень рада услышать то, что трансформация происходит и в вашей жизни, что проект помог и вам, да, поскольку действительно вообще женская энергия, она такая удивительная, да, мы друг друга питаем и именно в общении находим что-то интересное и находим вот ту энергию для трансформации. Поэтому проект этот очень полезен и был полезен для нашей героини. Как вы думаете, какая из героинь полностью трансформировалась или частично, или кому ваши советы больше всего помогли? Я думаю, Светлана Чирва. А я думаю, любовь. Я тоже любовь. Мне кажется, Елена, она была прям на пороге таких больших перемен, она собиралась на работу. Это, мне кажется, всегда крутые перемены в жизни женщины, у которой много детей. Так вот, жду от Елены. Ну, я не знаю, мне кажется, просто женщины, когда они хотят чего-то, они будут потихонечку идти со своей скоростью, поэтому я думаю, у всех Вот есть какой-то От прогресс. кого ты больше чувствовала, ну вот по энергии, по общению, что Да, они все хотели, как тебе сказать, больше или меньше тут такого нету, просто получается, есть же целесообразность, и каждый делает все равно свои планы, ну, в связи с тем, как он может жить. То есть поэтому как бы здесь оценочная скорость, это немножко неправильно. Они тем более все же абсолютно разные были на старте. наши редакторы съездили в Томот, буквально в эти дни, пообщались с нашими героинями спустя полгода, и как раз мы сегодня собрались, чтобы посмотреть их трансформацию. Честно, я сама не смотрела, да, и буду вместе с вами сейчас смотреть и узнавать их перемены, трансформации. И вновь мы в городе Томоте Алданского района, но уже зимой. Прошло полгода после съемок нашего проекта, и мы решили узнать, что изменилось в жизни наших героинь за это время. Первой мы решили заглянуть к Любовь Крутских. Наша героиня поменяла прическу, цвет волос, да и, как сама говорит, жизнь у нее после проекта изменилась кардинально. Ну, все поменялось. Во-первых, у меня какие-то отношения стали хорошие с детьми. Я вот прямо вот совершенно... Ну, жаль, конечно, что сегодня не присутствуют мои детки, но так получилось, что рабочий день и у всех... А все же взрослые, у всех что-то есть. Ну, они со мной, они всегда любимые мои внуки. И полгода, конечно, насыщенные. Самое главное, что я победила себя же. Это же главное. Как признается Любовь, сейчас у нее все время расписано по минутам. Но она находит время для подруг и считает, что общение с приятными людьми поднимает настроение и мотивирует на дальнейшее самосовершенствование. Вообще это такой заряд энергии и хорошего настроения. Вот в любой ситуации. Вот что бы ни произошло, казалось бы, какой-то негатив. Хохочет. И вот с таким человеком просто легко. И притягивает. Главная проблема, которая беспокоила Любовь, это отношения с едой. Они по-прежнему непростые, но уже более управляемые. Непростые. Никак она со мной не хочет подружиться. Хорошая пища, добрая пища. Как-то все время идет злая пища. Ну, я стараюсь. Я сбросила 5 килограмм.
Ну, это я понимаю, что это руль от Мерседеса, но, извините, для меня это очень много. У меня даже вот уже сережки видно, а то не было видно. То, что наша героиня смогла все же немного, но скинуть вес, скорее всего, связано с ее активным образом жизни. С осени она занимается танцами. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. И раз, два, три, четыре. Улыбаемся. 3, 4. Глаза яркие. 3, 4. Раз, два, бедро. И. Люба мне очень нравится как артистка, как личность. Она очень хорошо всех держит. Ага. Когда Любы нет, у нас вообще не задорно, нет, да, поэтому да, сплачивает коллектив, у нас шаг за шагом у нее шутки всегда, у нас веселье, у нас репетиции всегда проходят вот таким вот. И таким же вот эмоциями, с такими же вот этими женщины уходят домой. Танцы теперь не единственное увлечение Любовь Крутских. Занятия ЛФК, йога и 2 раза в неделю теперь для нее тоже обязательное и любимое занятие. У меня вон соседи спрашивают: Люба, ты что, не живешь, что ли, здесь у нас? Я говорю: здрасте вам, живу. Она: я тебя вообще не вижу, не слышу. Говорю: а мне когда? В понедельник у меня танцы, во вторник у меня ЛФК, в среду у меня танцы, в четверг у меня ЛФК, а еще у меня сейчас доченька учится на вождение. Я же еще и нянькой работаю 4 часа. Быть в тонусе, радоваться каждому дню и не бояться перемен в жизни, если даже тебе далеко за 50. В этом Любовь теперь уверена на 100%. Ну вот мы посмотрели прекрасный сюжет, очень такой теплый, душевный, да, Любовь, как всегда, на позитиве. И вот Ксения, наверное, очень тесно общалась как раз-таки, да, и у вас была сессия, и внутри вот этого позитива скрывалась боль, да? Но вот как вы ощущаете сейчас перемены? Когда мы общались с Любовью, все-таки было такое ощущение, что когда ей грустно, она, конечно, пробует как-то с этим справиться и справляется с этим так, чтобы заменить, да, эмоцию грусти, переключиться на эмоцию радости, да, на эмоцию удовольствия. Да? И это переключение, оно само по себе у нее такое вызывало след печали, да, как бы ей весело, но чувствуется, что какая-то боль есть, да, а сейчас эта эмоциональность у нее пошла, получается, вглубь, да? Она показывает, что она находится рядом со своими близкими, да, она переживала по поводу того, не обижены ли ее дети на нее, да, и прямо вот видно, что она все-таки объяснилась, слышно, что она немного успокоилась по этому поводу, правда, но сейчас по этому сюжету непонятно, насколько, как отреагировали дети, да, какую обратную связь они ей дали, но вот тут очень важно осознать же, да, чувства вот эти вот печальные, от которых мы бегаем обычно, научиться с ними жить, да, научиться их выдерживать, и видно, что Любовь, она их стала выдерживать, как бы она не так взрывчата, да, а более такая эмоционально как бы глубокая, такая цельная. Да? Вот, и это видно в том, как она двигается, ее пластика. Вот мы сейчас с удовольствием посмотрели, как она танцует, как она движется. В ней появилась такая больше умиротворения, может быть. Я надеюсь, что мне это не кажется, но мне хотелось бы, конечно, саму Любовь спросить, как это на самом деле, да? Мое впечатление такое. Перемены в ее жизни произошли. Она и записалась и на танцы, и на ЛФК. У нее каждый день расписан. И даже она умудряется находить время для своих внуков. А сидеть с внуками – это еще какая большой труд, да? Это там и нужно придумать для них что-то, поиграть с ними и приготовить для них что-нибудь вкусненькое. Бабушка – это всегда ассоциация с таким домашним уютом, с вкусными выпечками, сладостями в доме, да, и вкусной едой. И, конечно же, мы, глядя вот на вот этот репортаж, мы увидели, насколько она прямо стремится каждый раз, каждый день становиться лучше и лучше. Потому что не каждая женщина готова каждый день уделять для своего тела столько времени и посещать и танцы, и физкультуру, да. А тут
она именно нашла для своего организма, для своего типа телосложения нужные тренировки. ЛФК как раз-таки для ее типа телосложения самый подходящий на данный момент. И я верю, что из ЛФК она уже перерастет в более лучшую версию и уже будет применять тренировки с собственным весом, или же уже начнется ежедневная ходьба по 10 тысяч шагов в день. И, конечно же, все лучше и лучше будет прогрессировать в качестве спорта в своей жизни. Девушки, что добавите? Но по любови ей еще очень долго работать, на самом деле, вот если честно, с точки зрения психоэмоционального отношения к жизни. Но самое главное, что у нее заложен старт какой-то, да, в текущий момент. Такому человеку в возрасте, она все-таки ей, извините, не 20 лет, да, имея избыточный вес, очень тяжело трансформировать привычку относиться ко многим вещам, не только к еде. То есть, смотрите, вот она, допустим, начала свое окружение с физкультуры, да, это плюс. То, что она сейчас там делит условно еду на какую-то полезную и неполезную, это временная стадия. Я думаю, со временем потихонечку она уже привыкнет к более рациональному потреблению пищи. То есть у нее уже видно, что на столе у нее стало лучше. Да, это намного лучше, чем то, что у нее было до этого. Ага, это прямо большой, огромный прогресс. И я любови желаю просто, ну, вы молодец. Короче, так держать. Надо дальше. Да, это круто. Но Дора заметила футболку, да? Ее любимую футболку, которую она не сказала же, что я вообще не снимаю. Это моя любимая нарядная футболка. Ну, что делать? Ну, если человеку нравится, самое главное — это ее улыбка, ее желание и стремление. Ну а я, как визажист, могу добавить, что если посмотреть ее старые фотографии, которые мы увидели, на ней совершенно нету макияжа. А макияж — это все-таки женская энергия. А до этого проекта она все-таки была как более мужской, да, как мужчина в юбке, да, по-моему, говорят, да, что вот она вот все тянула на себе. Сейчас я очень рада видеть на ней макияж. Конечно, есть над чем работать, но рада видеть также на ней стрелочки. Когда мы делали разбор косметички, она не знала, что, для чего. Там некоторая косметика была совершенно не нужна. Она после разбора, по-моему, 2 дня меня еще там благодарила, целовала. Я ей посоветовала стрелочки. Я ей сказала, что ваши стрелки ваши глаза мы эти стрелочки созданы для увидели. стрелок. У нее шикарные стрелки, шикарные губы. Но я очень за нее рада. Ну что ж, идем дальше. Теперь у нас вторая героиня Светлана. Она работает в Доме культуры. Давайте посмотрим сюжет, какие перемены произошли в жизни Светланы. Здравствуйте, я вас ждала. Очень рада вас видеть. Даже принарядилась по этому поводу. Сейчас придут девочки, и мы вам споем. Так же, как и полгода назад, Светлана поет в вокальном ансамбле «Девчата». За это время расширился репертуар, появились новые костюмы, а самое главное, наша героиня смело стала солировать. Теперь она пример для подражания. И мы тоже, глядя на Светлану, тоже стараемся подтянуться. И может быть, и когда-то и тоже примем участие в этом проекте. Ну, в проекте там были, как правильно питаться. Но я думаю, что она все равно поддерживается этого, потому что она стала постройнее. Это, скорее всего, наверное, еще и зарядкой она занимается. Поселок Лебединый, где живет Светлана, небольшой, но тем и дорог ей он, что все как родные. Это мой любимый поселок Лебединый. Зимой здесь все как в сказке. Беленький, чистенький поселок, а летом он весь зеленый. В этом году зима очень хорошая. Не крепкие морозы, поэтому как-то она быстро прошла. Уже ждем весну. Главная достопримечательность Лебединого – снег. Его здесь так много, что иногда домов не видно. Вот, это зарядка наша. А куда деваться? Вспоминаю своего тренера Сардану. Дома позанимаешься, а потом снег чистишь. Тоже очень хорошая зарядка. Сейчас подметем, чтобы было у нас красиво. Вспоминает Светлана и наставление визажиста Кристины. Так слегка
чтобы немножко обновить тон. Приобрела специально себе кисти, тоже по рекомендации. Ну все, Светлана, идем покорять мир. Больше всего Светлана опасалась реакции мужа на участие в проекте. Он смотрел проект, а я думаю, ну как же он отреагирует? А он говорит: Света, ты молодец, ты супер. Похвалил меня, и я такая прям гордая. И хотя внешне наша героиня сильно не изменилась, внутренние перемены все же ощущает. По внутреннему ощущению стала увереннее, активнее, меньше бояться чего-то стало. Вот публики на концерте выступаю, не стесняясь. Так вот, мне это нравится прям в себе. А по поводу вот в общем жизни, конечно, и питание поменяла, и уже в магазины ходишь, вспоминаешь всегда рекомендации, что купить. Сыр теперь не беру нарезанный, который обязательно, чтобы упаковочка была целая. Срок годности смотрю всегда. Женщина – главный двигатель жизни. Стоит ей захотеть перемен, и они происходят. И наша героиня тому пример. Мгм. Прекрасный сюжет, и, ну, я просто удивлена и восхищена даже, да, то, что в поселке такие люди, такие красивые, такие ухоженные, и наша героиня Светлана выглядит прекрасно, даже снег убирает в таком красивом образе, это мы все заметили. Ну, что скажете, перемены налицо? Я считаю, что наши поселки в Якутии, они самые красивые поселки из всех стран мира. Там живут замечательные люди. Светлана, она прямо вот молодец. Да, мы с ней разговаривали долго по поводу ее взаимоотношения с едой. На самом деле у нее каких-то таких ярко выраженных проблем в питании вообще в принципе не было, да. Мы консультировались просто больше по соотношению цена-качество, как вот в магазине рациональнее закупаться, чтобы и по бюджету не било, и при этом сохранялась там нутритивная ценность продуктов. В принципе, я так поняла, что она эти рекомендации выполняет. Ага. Они несложные, соответственно, у человека и самооценка вот тоже вот начинает расти. Это очень заметно, это очень сильно радует. Человеку, который работает в Доме культуры, быть вот таким вот мотиватором, это, прям надо, да, потому что тогда уже это люди вокруг тоже становятся добрее. Результат-то есть. Да, результат очень большой. Она уже всем подает пример. Да. Красится, опять мы видим прекрасный на ней макияж. А на проекте она увидела, какой она может быть, какой красивой она может быть, и каждый день меняться с помощью косметики, макияжа. И я теперь увидела и очень за нее рада. Она прям моя ученица-отличница. Ну что ж, давайте посмотрим еще, кто у нас отличница. Следующая героиня у нас Елена. Да? Все помнят Елену? Да. Да, она понимала, что ей уже нужно выходить на работу, и куда выходить. У нее был опыт в одной отрасли, она еще хотела попробовать себя в чем-то новом, и она волновалась, как она справится с такой большой семьей, да, как она разрулит это дома. Вот у нее очень много было задач. Но я прям очень помню, чтобы она подходила к каждому эксперту и прям как правильная ученица, отличница хотела взять у каждого эксперта максимум информации и максимум пользы. Давайте посмотрим, как все это трансформировалось, изменилось. Сразу после проекта наша героиня Елена поступила, как она и хотела, на работу. И встреча полгода спустя состоялась именно там. Она теперь помощник воспитателя в санаторной школе. Работа мне нравится, да, собственно, я также... Дома дети, здесь дети, да, я уже люблю детей. И привычно. Активная работа, смена образа жизни отразились на фигуре нашей героини. Минус 10 килограмм всего за полгода. Но самое главное, как сама считает Елена, она сумела побороть страх общения с незнакомыми людьми и влилась в коллектив. На самом деле я зря боялась, и меня приняли очень хорошо, тепло, и со всеми коллегами я, подружилась. Нам приятно было слышать, что коллеги Лену полюбили и очень ее ценят. Ответственная, коммуникабельная, отзывчивая. Работать с ней легко. Поэтому мы заинтересованы, чтобы она у нас работала как можно дольше.
Дома, где Лену ждут 6 детей, отношения, несмотря на ее занятость, тоже заметно потеплели. Если раньше она ждала дома всех с пирогами, то теперь маму семейства заготовкой часто заменяют старшие дети, а иногда и муж. Прихожу домой, а он уже кушать приготовил. Так хорошо. Муж теперь готов, как в первые годы семейной жизни, дарить цветы и говорить комплименты. Очень изменилась за этот период. В хорошую сторону? Да, очень в хорошую сторону. Она похорошела у меня намного, уже за собой следит, не как раньше. Именно Лена из всех участниц проекта больше всего постройнела и похорошела, что говорит о том, что наставления экспертов наших не прошли даром. Стараюсь заниматься спортом, правильно питаться, ну и себе уделить внимание. И Лена на этом останавливаться не собирается. У нее далеко идущие планы. Цели у меня есть. Во-первых, учиться хочу, да, на бухгалтера. И еще хочу закончить обучение на воспитателя. Посмотрели этот сюжет, и там как тепло стало на душе. И для мамы 6 детей, да, Елена выглядит прекрасно. Она и находит время для себя. Сагдана очень обрадовалась, увидев. Юля обрадовалась, да, то, что человек скинул 10 килограмм. Да, ее женственность еще усилилась. Усилилась, да? Да. Ну вот эта вот уверенность появилась, да? Да. Сильно. Скрылась после проекта, как будто стала увереннее. Ну, она действительно. Когда женщина чувствует изменения внутри себя, она становится уверенной. И каждый вот этот, наверное, скинутый килограмм, лишний килограмм в ее жизни превращался в более уверенность. И действительно, это когда есть работа, когда тебе нравится работать на той работе, где мы работаем, это тоже помогает нам правильно двигаться в правильном направлении. Я вот когда думала об Елене, семья – это же система. Женщина как камелек, очаг. И когда женщина меняет профиль, она выходит еще вовне, да, вся семья же немножко кособочит, да, всю эту систему. Перестраивается супруг, дети перестраиваются, появляются новые обязанности. Иногда бывает часто, что система сопротивляется, да, и вот я вижу, как система всесемейная, да, Лена поддерживает ее. Я очень рада. Я думала о том, как она решится вот выйти на работу, потому что Елена говорила, что у нее очень высокая планка к себе. Она прям даже планку эту задирала, да, и говорила, что я волнуюсь о том, что меня могут, например, сразу очень резко оценить, да, жестко оценить, да, что я не справлюсь, да, или какими будут отношения, смогу ли я построить такие отношения. И вот мы видим, да, что она смогла это сделать, она построила отношения, руководитель дает обратную связь о ней, да, и к тому же она вот теперь, когда она так стартанула мягко, да, помощник воспитателя, она сейчас хочет воспитателем, я слышу про бухгалтера, то есть у нее вот этот процесс самоопределения, он не закончился. И самый, наверное, трудный момент, какой-то Рубикон, она перешла. Можно я добавлю еще, да? Да. Заметили там, кстати, пиццу в кадре, да? Да. Я вот как специалист по питанию, именно адаптивному, да, рекомендую. Пиццу надо кушать, это полезно. Семьей, да. Не надо отказывать себе в таких вот семейных хороших посиделках, потому что мы в современном мире, продуктов разных много. Стремиться разное все попробовать – это хорошо. То, что семья благодаря выходу Елены на работу позволяет себе сходить себе в ресторан, а это, извините, 6 детей покормить в ресторане, это же, ну, конечно. Да, это очень дорогого стоит. Лена большая, молодец. Прямо аплодисменты. Очень приятно было это увидеть. И проблема ее понятна, поскольку 6 детей, и все это время сидеть дома, общаться только с мужем, да, и с подругами, и выходить действительно из зоны комфорта. Но тут мы даже, да, с одним-двумя детьми, да, очень долго выходили, а Елена после 6 детей вышла и сделала, мне кажется, это большой подвиг и большая молодец. Не всегда же семья поддерживает. Вот что делать женщинам, которые потеряны, ищут себя, не могут определиться? Вот ваше мнение по этому поводу? Где искать опору? Мне кажется, сообщество. Главное, не холодильник. Главное, не холодильник. Правильное сообщество. Это, конечно же, рядом, когда есть подруги, те, кто поддерживают, и
нужно найти свое сообщество, где ты чувствуешь, что ты расцветаешь, где ты чувствуешь, что ты меняешься. Но если это сообщество тянет тебя вниз, то лучше избавиться от этого сообщества и поменять. Спасибо большое за ваши рекомендации. Итак, у нас 4-я героиня, да, Евгения, которую мы все знаем и были восхищены ее красотой. Но Евгения очень сложно проходила вот эти все наши этапы, да, все вздыхают, да, но как бы в ней уживалось 2 личности, да. Одна личность очень хотела перемен, да, я нашла на контакт, потом были встречи с вами, да, и там получалось, что вот на стопе, да, какое-то отрицание было, вот, да. И что вы скажете? Ну, допустим, вот Дора, да, вот по поводу... Я, например, подбирала вещи, вот мне отправили там, эта девушка такого-то размера, такого-то роста, вот я их не видела, но я подобрала, ну, шатенка, там, блондинка, там, кто-то. Но Женя самая молодая была. Я ее не видела, я вот так вот подумала, красивая, потом сказала. И я такая, ну вот такой зеленый костюм ей пойдет. Я у нее прям вообще конкретно, я зеленый никогда не носила и не буду носить. Вот это все, вот это вот отторжение у нее прям вот так вот изнутри все шло. Я прям такой, ой, мамочки, что такое? Но когда она это надела на себя, прям вообще всем же понравилось. Да. На ней очень хорошо все сидело, и она была похожа на звезду, на наш кино. Селебрити, короче, да? Вот мне она очень понравилась. Она говорила, что я очень много делаю ради дочери, в том числе даже вот стиль воспитания, который сама получила, да, она его трансформирует, а сейчас, например, меняет вот этот подход, который мы сейчас, о котором так много говорим, да, чтобы дать ребенку время, чтобы дать ребенку просто присутствие рядом, да, чтобы терпение дать. Это же от женщины это столько сил требует на самом деле, и она это отдает, и мы как бы видим такое сопротивление, но в деле-то Евгения на самом деле вперед идет. Такое противоречивое от нее впечатление возникает, и при этом, однако, она движется, она все время двигалась. Я вот это отметила. Просто ей нужно было, она честный человек, она говорит, я сопротивляюсь, если вы хотите эту аргументируйте, помогите мне тогда поверить, да, идти вперед. И тут нужно просто очень тоже быть честным, чтобы, для того, чтобы она могла довериться, потому что сама Евгения открыто говорит, у меня с доверием сложности есть, и они как бы имеют длинные причины. Давайте посмотрим сюжет. Помните мой пиджак? Я его ушила, сделала, как мне удобнее будет. Тот самый зеленый пиджак, подобранный стилистом, который вначале так категорично не понравился Евгении, ушит по фигуре. И теперь один из немногих нарядов на праздничные выходы. Правда, перемены в жизни Жени на этом пока заканчиваются. Ну, что-то поменять в жизни особо не получается, потому что то деньги вот уходят, например, на ипотеку, то туда, то сюда. И работу тоже не поменяешь, потому что как ежемесячный платеж ипотеки, вот как вот. Заниматься спортом, уделять себе внимание тоже не получается. Все ее свободное время от работы занимает ребенок. Ну, потому что я с маленьким ребенком постоянно одна. Нянек у меня особо нет, да и все заняты своими делами. Похоже, роль спящей красавицы, ожидающей принца на белом коне, который увезет ее и ее маленькую дочурку в лучшую жизнь, нашу героиню вполне устраивает, по крайней мере сейчас. Очень хотелось бы найти человека, который поддержит в моральном больше плане. Как замечают родные, проект все-таки оставил кое-какой положительный след в характере Жени. Мне кажется, она стала, пытаться, во всяком случае, где-то сдерживать себя, не грубить лишний раз. В гардеробе стало появляться вещи, все, что-то кроме черного. Она все равно задумывается о том, что ей сказали, когда на проекте она была, психолог с ней, когда работал. Конечно, оно мимо не прошло. Кроме этого, похоже, у красавицы появились конкретные цели в жизни. Мне вот стало интересно
профессия, думаю, может быть. Поменять направление своей деятельности в сторону фотографа. Пока же моделью для будущего фотографа выступает очаровательная дочка Ева. В ее фотогеничности, так же как и мамы, сомневаться не приходится. Вы фотографируете. Как красиво все. Ну, я очень рада за Евгению, я очень рада видеть, поскольку я прям помню наш последний разговор, когда я брала интервью, мы проговаривали ее мечту, и сейчас я увидела, я чуть не прослезилась. Ну, просто класс. На самом деле я поддерживаю очень Евгению в том, что она цельная, верна тем приоритетам, которые сейчас вот жизнь перед ней ставит. Все-таки это такое искушение, как-то рвануть, все резко поменять. Особо не подергаешься, когда у тебя ежемесячный платеж, да, и это был выбор, ну, свое гнездышко, да. Потом ребенок такой маленький, а это первые несколько лет жизни все мамы знают, да, чтобы стабильная психика, тут надо сгруппироваться, вот этот приоритет поставить, чтобы ребенок повзрослел, да, а мама рядом, да, и это такой период роста под землей. Правда, он дает некоторый замкнутый круг, что Евгения, например, говорит, я хочу и отношения, да, а чтобы отношения эти построить, нужно же познакомиться, да, нужно больше выходить. А она говорит, я провожу время с ребенком, такой замкнутый круг он есть, да. Я думаю, что так будет не всегда. Ну да, дети так растут. будет не всегда. Они быстро растут. Конечно. Да. То, что у людей такие колоссальные изменения произошли за такой короткий период, это же круто на самом деле. Да? Полгода, да? Да, за полгода. Ага, у людей десятилетиями же может ничего не меняться. Ну, значит, проект помогает. Ну, как вы думаете, Кристина, Сардана, смогут ли наши героини дальше самостоятельно развиваться? Конечно. Мы живем в 21 веке, у нас интернет. Все отлично работает, можно обучаться. Вот Евгения говорит, что у нее там ежемесячный платеж, да, и она вот не может, но в силу этого еще, ну, как бы, да, там, работать, развиваться. Мне кажется, она может вот с ее внешними данными, с ее характером, вот этот характер, ну, стойкость, да, в ней чувствуется, направить в это русло, и она может обучиться через интернет, там, на любую специальность. И она очень трудолюбивая. Да, ага, мы увидели прекрасный талант, она очень красивые фотографии делает. Я думаю, что она вполне успешно может развиваться через интернет. Конечно, сложно выделить время ходить в тренажерный зал, тем более, если не с кем ребенка оставить. Действительно, но придет время, и она будет заниматься спортом, она будет заниматься собой, потому что все равно у каждой женщины приходит такой момент, когда она хочет заняться собой, именно пойти в зал и заниматься своей фигурой. Ну что ж, мы послушали и посмотрели всех героинь, пришли к выводу, то, что девочки прекрасно трансформировались, да, и идут к лучшей версии себя. И, как сказала Юлия, действительно, люди годами не меняются, а тут наши героини за полгода столько перемен, столько позитивных новостей, очень нас обрадовали. И наша команда решила спросить у них, кто им был больше всего полезен, какой эксперт. Тоже такое небольшое испытание, и мы получили ответы буквально на днях. Любовь, Евгения, Лена и Света отправили свои ответы, да, от 1 до 6. Ну, сейчас мы посмотрим. Любовь оценила всех и поставила всех на первое место. Круто. Вот такая щедрая любовь, которая действительно ей эти советы помогли, и мы увидели их. Светлана тоже всех поставила на первое место, каждого эксперта. Елена на первую позицию поставила Юлию, на вторую позицию Ксению, психолога, на третью позицию Тору, стилиста, на четвертое Кристину, на 5 место Сардану и на 6 Сергея. А Евгения
никого не пронумеровала. Она вот оставила такой открытый финал, да, как это похоже на Евгению, да. Но также отметила всех: Сардану, Сергея, Кристину, Дору, Ксению и Юлю. Дорогие наши эксперты, спасибо вам большое, что помогли сделать с нами вот этот проект. Наши героини оценили вас, благодарят, и благодарим также и мы, поскольку без вас этот проект бы не состоялся. Несмотря на то, что вы заняты, у вас свои дела, свои семьи, свои проекты, вы выехали с нами в Улус, были с нами там несколько дней, поделились своей энергией и были в общении с каждой героиней. И было приятно услышать то, что очень многие героини потом после выходили на вас, да, и брали консультацию. Желаем вам успехов в ваших делах и также поддерживать наши проекты, потому что проект не последний. А это хочу я объявить и нашим телезрителям. Мы с вами прощаемся, но не навсегда, поскольку проект «Я» будет жить дальше. Смотрите нас, будьте с нами на телеканале Якутия-24.